Вы смотрите новости в субботу. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот чем завершается неделя. Летом на грядке, зимой на прилавке. Конечно, будет вкусно. В Казани продолжаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Чем селяне удивляли на этот раз, увидел Рамиль Шайдуллин. Дети болеют чаще, взрослые тяжелее. Все максимально соблюдать вот те требования, которые предписаны. Какова эпидобстановка в республике и ждать ли ограничений, расскажет Радик Фархулин. Всероссийский успех. Это награда всего телеканала, всей команды 7 дней. Как телеканал ТНВ выиграл на конкурсе ТЭФИ Капитал, расскажет Дмитрий Аринин. Почему в России выросли цены на основные продукты питания? Этот вопрос на неделе Владимир Путин адресовал правительству. Сейчас всех жителей страны волнует резкое подорожание сахара, подсолнечного масла, макаронных изделий и хлеба. Где там 6... Ну а почему цены-то выросли? На 71,5%. А подсолнечное масло 23,8%. И продолжает расти. Мука 12,9% выросли. Макаронные изделия 10,5%. Хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему? Владимир Путин потребовал быстро реагировать на рост цен, а также принять необходимые меры. Следом премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании специальной группы по мониторингу потребительских цен на социально значимые товары. Как изменились цены в республике, сегодня на субботнем совещании Минсельхоз республики доложил президенту. Больше всего в Татарстане подорожали сахарный песок, подсолнечное масло и мука. Заместитель министра Наиль Залаков сказал, в 2021 году будут увеличены площади сахарной свеклы, чтобы не было дефицита сырья. Цены на подсолнечное масло должны стабилизироваться после увеличения вывозной пошлины на треть. Для сдерживания повышения цен на хлеб республика выделяет субсидии хлебопекарным предприятиям. Работу по всем направлениям, озвученную в докладе, будем продолжать. Мониторинг и своевременное реагирование на безосновательное повышение цен совместно с коллегами с министерств, ведомств и районов будем отрабатывать. Чтобы оценить ситуацию с ценами на месте, сегодня Рустам Минниханов отправился на сельхозярмарку в Казанский агропромпарк. Он ознакомился с фермерской продукцией 10 районов республики. Президента интересовали не только цены, но и качество товаров. Коснулось ли подорожание сельхозярмарок, расскажет Рамиль Шайдуллин. Один большой праздник здесь, так каждую субботу. В агропромпарке сельхозярмарка. Фермеры привезли мясо за 450, птицу за 260 рублей. А еще рыбу, молоко, яйца, шали, валенки и веники. Привезли лекарственные травы, душица, зверобой, липовый цвет, иван-чай. В это морозное утро среди покупателей был и президент республики. Рустам Минниханов в компании министра Марата Зябарова и мэра Ильсура Медшина внимательно изучал ассортимент, спрашивал, что почем, интересовался качеством. Разрешите представить вам агропромышленный парк «Казань». Рустаму Минниханову рассказывают, как в агропромпарке удается сдерживать цены. В общем-то, оборот за 10 месяцев почти 2 миллиарда 200 миллионов. Среди фермеров сегодня была и звезда хоккея. На днях экс-игрок Акбарса Евгений Медведев начал продавать здесь произведенное им мясо халяль. Все получается. Да. Не только в хоккее. Я, в принципе, мясо люблю поесть, поэтому возникла идея создать качественный продукт. Ну, конечно, самое интересное происходит здесь, на улице, у прилавков, которые селяне разбили, чтобы представить свою продукцию. Почему горожане выбирают именно ее? Этим вопросом задались и мы. А чем нравится вот сельхозпродукция здесь? Ну, нормальные продукты, и цена не так дорогие. Нравится тем, что выгодно покупать, дешево. Молоко взяли, мясо сейчас выбирают. Конечно, будет вкусно. Вкусно, считают покупатели, удобно, признаются фермеры. Это отличный формат, потому что в столице представить свою продукцию и вот так вот выехать с хозяйства на один день, это отлично. На ярмарку в агропромпарк сегодня завезли продуктов на 11 миллионов рублей. С начала года в таком формате фермеры заработали более 970 миллионов. Будет ли миллиард, покажет конец года. Впереди новогодний ажиотаж. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань.
К другим новостям. В Татарстане за минувшие сутки выявлено 89 новых случаев ковид. В России 28 137 новых заболевших. Большинство диагнозов по-прежнему в Москве. 6622 человека. Практически не изменились цифры в Санкт-Петербурге. 3776. В Московской области идет рост. 1393 заболевших. В Чувашии заразились 130 человек. В Удмуртии 200. В Башкортостане 153. В каждых 3 из 4 трудовых коллективов республики нарушают антиковидные меры. Одновременно с этим уровень заболеваемости коронавирусом за месяц в Татарстане вырос на 73%. Такие данные сегодня озвучили в Роспотребнадзоре. Чаще болеют взрослые, их примерно в 10 раз больше, чем детей. Людям старше 65 рекомендовано находиться в самоизоляции. Подробнее о текущей обстановке в республике далее. В Республике Татарстан суммарно зарегистрировано 11 412 случаев заболевания. Каждые сутки в республике в среднем по 90 новых случаев ковид. Снова все чаще начинают заболевать люди старше 65 лет. Свежие данные озвучивает Марина Потяшина. Уровень заболеваемости в декабре выше аналогичного периода ноября на 73%. При этом тяжелых форм стало меньше на 15%. Снизилось и количество внебольничных пневмоний. Ситуация позволяет не вводить новых ограничений. Мы выбрали свою тактику. И мы делаем все, чтобы на Новый год мы пришли с стабильной ситуацией. Но это только возможно, если мы будем все максимально соблюдать вот те требования, которые предписаны. Пока же в 74% трудовых коллективов республики выявляют нарушение антиковидных мер. Насколько серьезно это скажется на заболеваемости, покажет коллективный иммунитет. Как раз сейчас в республике идет его изучение. Управление Роспотребнадзора перешло к 3-му этапу пилотного проекта по изучению популяционного иммунитета жителей Республики Татарстан. Он завершится 18 декабря. В июне треть обследованных татарстанцев уже имела антитела. В сентябре во время 2-го этапа они были уже у 45% осмотренных. Сейчас рассчитывают, что к Новому году цифры будут в районе 60%. Радик Фархулин, Рамиль Шайдулин, Марат Хусаинов, ТНВ Казань. Сегодня День Конституции России. Рустам Минниханов подчеркнул значимость главного документа страны. Вот что он сказал сегодня на рабочем совещании в Доме правительства. Заложенная в основе закон страны приверженность федерализму, демократическим правовым ценностям, сохранение межнационального, межконфессионального мира и гражданского согласия, обеспечение социально-экономического благополучия является основой нашего успешного развития. Поздравляю всех с Днем Конституции Российской Федерации. С Днем Конституции России татарстанцев поздравил и Фарид Мухамедшин. Неизменным остается фундамент, на котором веками стоит наша страна. Поправки в Конституцию, инициированные в этом году президентом России Владимиром Путиным, еще более укрепили это основание. Татарстан – один из наиболее сильных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, последовательно отстаивающий ее государственную целостность. Убежден, неукоснительно соблюдая конституционные нормы и положения, мы сумеем достойно выдержать любые испытания, говорится в поздравлении спикера Госсовета Республики. Сегодня в Татарстане писали политический диктант на знание Конституции России. Это стало финальным заданием для участников республиканского общественно-политического проекта «Политзавод». Его цель – выявить и обучить молодых людей, которые хотят проявить себя на политическом поприще. Организатором выступила «Молодая гвардия» Единой России. В этом году заявки на участие подали более 800 человек. Участники из разных районов республики показывали свои знания, участвовали в дебатах, учились у действующих политиков. По итогам были определены 6 победителей. Их наградил Фарид Мухамедшин. Они будут участвовать в партийных проектах и пройдут стажировку в различных учреждениях, в том числе в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге. Вместе с нами совершенствуйте свое ораторское мастерство, публичное выступление. Вы готовите к себя большой политической взрослой жизни. Более серьезные конкуренты, с которыми приятнее соперничать, и вот это соперничество, оно подтолкнуло к победе. Символично, что финальная часть совпала с Днем Конституции Российской Федерации. Ну, лучше не придумаешь.
Телеканал ТНВ стал победителем на всероссийском конкурсе «ТЭФИ Капитал» и обладателем заветной статуэтки. Академики высоко оценили репортаж «Женский бизнес. Мужской взгляд» в информационно-аналитической программе «7 дней». Церемония награждения прошла в Уфе. В этом году за ТЭФИ в теме бизнеса боролись около 200 журналистских работ. Чем материал Тимура Бекмурзина покорил жюри, узнал Дмитрий Аринин. Не сочтите за лоббизм, но вы же понимаете. 7 дней. Женский бизнес. Мужской взгляд. Так символично репортажу победителю с названием «Женский бизнес. Мужской взгляд» статуэтку ТЭФИ вручила Оксана Пушкина. В этой номинации телеканал ТНВ обошел коллег из Великого Новгорода и Архангельска. Я сегодня представляю одну из самых шикарных республик нашей страны, Республику Татарстан. Я очень горжусь своими коллегами и обязательно передам этот подарок. Спасибо большое, Зурахмет. Сам создатель репортажа победителя Тимур Бекмурзин на церемонии в Уфе присутствовать не смог. Много работы. В программе «7 дней» он практически со дня основания. Его конек – тема экономики и бизнеса. В репортаже победителей он через истории бизнес-вумен республики показал, как женщины могут не только наладить свое дело, но и быть счастливой в семье. Радость переполняет, хотя это, конечно, не только моя награда, это награда всего телеканала, всей команды «7 дней». Ну и под командой я подразумеваю и звукорежиссеров, режиссеров, монтажеров, операторов. В самой программе «7 дней» в этом году исполнилось 15 лет. Она одна из самых рейтинговых в республике. Сложный информационно-аналитический жанр востребован у зрителей. В этот юбилейный для проекта «7 дней» год победа на ТЭФИ стала очередным признанием на федеральном уровне. Это достойная оценка труда наших коллег. Прежде всего, конечно, программы «7 дней» и всего коллектива. И это единственная информационно-аналитическая программа сегодня на нашем телевидении, в целом в республике. И там очень серьезные сюжеты. Я очень рад, что они получили достойную оценку. За Тимура тоже рад, он давно этого заслужил. Спасибо. Тимур, команда, да, той самый случай. Нет, спасибо, это абсолютно его тема у Тимура. Наконец-то признание заслуг на самом высоком уровне, тем более премия это не ТЭФИ регион, не региональная, а национальная. Премия прибудет в Казань в ближайшие дни, пополнив коллекцию наград ТНВ. В истории нашего телеканала престижная статуэтка ТЭФИ Капитал займет достойное место. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Звезды звездам. В эти минуты в Казани проходит церемония вручения 8-й национальной музыкальной премии «Болгар-радиосы». Впервые без зрителей в онлайн-формате. Но сам концерт могут посмотреть все желающие на наших каналах ТНВ и ТНВ Планета, а также в соцсетях, а еще послушать на волнах «Болгар-радиосы». Грандиозное событие развернулось на сцене «Пирамиды». Там сейчас Алия Хайруддинова. Алия, здравствуй. Какая там у вас атмосфера? Алексей, здравствуйте. Мы находимся в «Пирамиде». Буквально несколько минут назад завершилась первая часть национальной музыкальной премии «Болгар-радиоса». Немного смущает, что пустует зал, смущает, что сейчас за моей спиной пустует сцена, но все не просто так. Концерт проходит в онлайн-формате, а сейчас время новостей, и поэтому им пришлось прерваться. Несмотря на то, что эмоциональный обмен между артистами и зрителями в этом году на минимальном уровне, артисты выкладываются на 100% и говорят, что чувствуют поддержку телезрителей. Им присылают СМС, пишут те, кто сегодня находится перед экранами, смотрят каналы ТНВ, ТНВ Планеты и слушают концерт на волнах Болгар-радиоса. И уже сейчас есть первые обладатели премии Болгар-радиоса. Предлагаю их послушать. Конечно, неинтересно без зрителей, потому что, нету обратной связи. Спеть от души, не придерживаться каких-то рамок, нести свой какой-то стиль определенный, тогда будет любовь народа. А когда будет любовь народа, естественно, будет и эта статуэтка, я так думаю. Несмотря на то, что сейчас очень сложный год, особенно для певцов, но я хочу выразить огромную благодарность для наших друзей из ТНВ, потому что они все равно вот этот прекрасный праздник организовали. Сами песни отбирались целый год, но номинанты сегодня те, кто сумел достучаться до сердец слушателей. А организаторы уверены, что песни обязательно попадут в золотой фонд Татарстана. Предлагаю послушать.
Несмотря на то, что сегодня здесь как будто бы нет зрителей, на самом деле мы уже чувствуем и сердцем, и душой, что миллионы телезрителей сегодня уже прильнули к экрану и ждут своих любимых артистов, которые нас тоже не подвели. Все согласились участвовать вот в таком формате. Алексей, мы остаемся здесь, продолжаем свою работу. Буквально через несколько минут начнется вторая часть национальной музыкальной премии «Булгаррадиуса». В вечерних новостях обязательно увидимся. Слово вам. Спасибо, Алия, и мы ждем новых включений, но пока продолжим. Декабрь – месяц предпраздничной суеты и выбора подарков для своих клиентов. Их приготовил и банк «Аверс». Самые последние новости от банка прямо сейчас в нашем репортаже. Новая квартира под Новый год, пожалуй, самый нужный подарок для большинства семей. Осуществить мечту поможет банк «Аверс». Ставка по ипотеке сейчас рекордно низкая. С учетом скидки по кредитной истории и стажу работы она может составить всего 6,5% годовых. Еще один бонус для клиентов банка «Аверс» – возможность рефинансировать платежи и переоформить договор соципотеки на договор купли-продажи. Таким образом, можно зафиксировать стоимость квадратного метра и оформить квартиру в собственность сразу же после получения ипотечного кредита. Погашать его можно с помощью материнского капитала и федеральных выплат. В помощь здесь будет и налоговый вычет на квартиру. Еще один подарок к Новому году от банка «Аверс» – умная техника, которая сделает ваш дом удобным и комфортным. Призы и подарки получат те, кто потратит наибольшую сумму с помощью карты «Аверс Мастеркард» или выполнит наибольшее количество операций этой же картой. Акция будет действовать до 20 декабря. Юлия Гоглева, ТНВ, Казань. Выйти на лед с обладателем Кубка Стэнли и призером чемпионата мира по хоккею. Такой шанс сегодня получили нижнекамские школьники, любители, ветераны хоккея и сотрудники Нижнекамск-нефтехима. При поддержке компании в городе прошел турнир по дворовому хоккею «Не забывай свои корни, помни». Главной его звездой стал Михаил Сергачев. Осенью он стал первым в истории татарстанцем, который выиграл главный клубный турнир планеты по хоккею. Играя в одном звене с Сергачевым, забросить шайбу в ворота не проблема, хотя в защите есть над чем поработать. Так с Михаилом сегодня забивали и пропускали девушки из женской хоккейной команды. Сейчас он пожелал нам, чтобы мы выиграли, чтобы сказал удачи. Ну что, готовы? Чтобы если проиграли, уж не расстроились. Хотя проигравших сегодня не было, на лед вышли ветераны хоккея, любители команды Нижнекамск-нефтехима и 31-й школы города. Это турнир по дворовому хоккею «Не забывай свои корни, помни». Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? Хорошо, это мой первый турнир. А так эмоции хорошие. Эмоции, турнир был достаточно интересный. Хотя на льду было и минус 12, такой турнир местные ребята пропустить не могли. Их поприветствовал мэр города Айдар Метшин и руководство Нижнекамск-нефтехима. Турнир прошел при поддержке компании. Фотография, автограф и знакомство с первым в истории татарстанцем, который выиграл Кубок Стэнли. Один день игры, воспоминания на всю жизнь. Всегда есть куда расти, самое главное, что есть лед, что есть место, где можно развиваться, тренироваться, поэтому я отсюда вышел, я люблю этот город, и все условия здесь классные. После победы в Кубке Стэнли Михаил Сергачев уже во второй раз в родном для себя городе. В октябре он посетил одну из детских тренировок местного нефтехимика. Уже в январе в НХЛ может стартовать новый сезон, а потому совсем скоро защитник вернется за океан, чтобы вновь начать поход за звание чемпиона. Салават Ухмадулин, ТНВ, Нижнекамск. Один из самых длинных катков в Европе открыт. Сегодня стартовал зимний сезон на Кремлевской набережной Казани. Длина ледовой глади больше 1000 метров. Можно ли прийти со своими коньками или взять в аренду? Сейчас там уже мерзнет наш корреспондент Лилия Кашфарова. Она на связи. Лилия, добрый вечер. Можно ли на лед и есть ли ограничения? Добрый вечер, Алексей. Да, ограничения есть, а вместе с ними и длинные очереди. На прокат пускают, но по несколько человек. На каждого должно приходиться 4 квадратных метра и обязательно маски. О других мерах нам рассказали организаторы площадки. Мы соблюдаем все меры предосторожности, которые прописаны Роспотребнадзором, то есть применяем антисептики на входе, ставим. Да, у нас сотрудники работают в масках. И также соблюдаем дистанцию 1,5 метра. Да, создаются очереди, но люди понимают все-таки, что сложилась такая ситуация в стране.
Известно, что это один из самых длинных катков в Европе. Его длина 1000 метров, а общая площадь 3000 квадратов. Сегодня зажгли елку и встретили Деда Мороза. Так начали новый сезон. А с первыми гостями зимней набережной мы успели уже и пообщаться. Это же очень здорово, красиво. Так, фотки, видео, столько всего яркого. И увидеться с друзьями, конечно, отличный повод. С настроением отличным. Наконец-то этот год подходит к концу. Можно радоваться и ждать Нового года. Сезон в стиле ретро. Настроение создают советские сладости и герои старых мультфильмов. Каток работает в будни с 4, выходные с 12 и до 11 вечера. На этом у нас пока что все. Спасибо. Алексей, передаю вам слово. Спасибо, Лилия. Удачной прогулки. А наша программа завершается. И вот так завершается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Ну а больше новостей в наших социальных сетях, ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте! Воскресный день не обещает нам сильных морозов, как и снега. Поговорим об этом подробнее после интересной информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет облачно и без осадков, умеренно морозно, -9 днем. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге осадки не ожидаются. Безветренная и комфортная погода около 8 градусов ниже нуля. Без снега и сильных морозов и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше столбики термометров покажут -9. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси переменная облачность, также без осадков, мороз умеренный. Для юго-запада 13 декабря будет облачным. Синоптики осадков не обещают, температура повысится до -7. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше на пару дней установилась облачная и умеренно морозная погода практически с полным отсутствием ветра. И осадки не наблюдаются. В последующие дни температура продолжит повышаться. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего 1 укол вместо операции и протеза. «Доктор Ост». Прямо сейчас запишитесь на прием за полцены. Новый дилерский центр УАЗ и Форд на Сибирском тракте 59. Спецпредложение для вас. Луидор, Казань. Спонсор прогноза погоды – компания «Луидор». Компания «Луидор» – новый официальный дилер УАЗ и Форд в Республике Татарстан. Вас ждут в автосалоне «Луидор» в городе Казани на Сибирском тракте 59. В Казани ожидается облачная погода без осадков. Ночью -10, днем 7 градусов ниже нуля. Ветер южный, слабый. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая 90%. Магнитное поле Земли неустойчивое. На дорогах гололедица, будьте предельно внимательны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хороших и приятных выходных в кругу близких. До свидания.